Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Какие женщины ему нравятся? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, какие женщины тебе нравятся. И если вы готовы, я убираю Назар. Давайте будем смотреть. Попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть раскроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем желаем слышать и узнать. Так. Вы знаете, этот мужчина, он женщин любит. Но любит не так, как вы подумали, а в принципе, вот уважительно относится к женскому полу. Вот какая бы женщина ни была, там, не знаю, строптивая, противная, красивая, не очень, худенькая, полненькая, неважно. Он женщин уважает, ценит, благодарен женщинам. Считает, что женская жизнь, она сложная. Вот такое у него отношение уважительное к женщине. В принципе, молодец, позиция хорошая. Но тут обратная сторона медали. Вот он, мужчинка такой добренький, вот если он видит, женщине нужна помощь, он всегда поможет, подскажет, не знаю, там сумку поднесет, может быть, там, не знаю, женщину может там с места на место перенести, либо ей что-то поднести, что-то сделать, как-то на уступку пойти, там, смягчиться. Но вот некоторые женщины вот эту его доброту и это его уважение расценивают немножечко по-другому. Они считают, что он симпатию к ним проявляет, что он там не против там, поразвлечься и прочее. Это не так. Абсолютно не так. И эти женщины очень круто обламываются, когда они к нему, с таким проявлением идут. И возможно, вокруг вашего мужчины есть слухи, что он там ловелас, что он любит там по женщинам выступить, что там ни одной юбки не пропустит. Как-то так складывается. Может быть, женщины специально в отместку распространяют такие слухи. Не все, нет. Есть просто несколько женщин, которые вот именно так его восприняли и именно так с ним поступили. У этого мужчины, возможно, был брак, возможно, даже несколько браков. Может быть, там гражданские браки были. Каждая женщина, которая заходила в его жизнь, оставила в его душе след. Причем след такой, знаете, достаточно серьезный, не заживающий. Женщины его ранили. Женщины причиняли ему боль. Но он не озлобился. Нет, не озлобился. Он почему-то себя во всех этих отношениях считает крайним и виновным. Плюс еще может отыграться, что у него достаточно такая демоническая мамаша. Женщина, которая там вроде такая добрая, легкая, веселая, а по сути она диктатор в юбке. Она его подавляет и под себя она подминает. Он может на нее даже накричать, там грубо с ней поговорить, но все равно суть от этого не меняется. Он все равно будет делать ровно то, что она ему скажет, либо то, чего она от него ждет. У кого-то, девочки, отыграется, что он достаточно разбалованный ребенок был. Либо, знаете, такой засюсюканный, когда там мама ему говорила: «Боже мой, ты такой у меня особенный. Господи, да ни одна женщина мира тебя просто недостойна». И он рос с этим, рос. Понимаете? Рос, да. И где-то это отложилось у него на подкорочке. Вот в отношениях семейных он себе многое может позволить. Может быть и грубым, и громким, и требовательным. Это все, что касается семьи. Потому что мама когда-то ему говорила, что он особенный. А вот в отношении посторонних женщин он достаточно такой милый, обходительный, такой добрый, уважительный. Это он себе тоже позволяет. И вы иногда смотрите и переживаете. Вы думаете: о, со мной, значит, он там может вспылить,
А перед какой-то незнакомой женщиной он там ножкой шаркает. Вам это не нравится. Но это претензии к его маме. Вот так его воспитали. Что он теперь с этим может поделать? Что касается вас, моя хорошая, ну вас он выбрал. Вас он выбрал. Причем, может быть, я скажу странную вещь, не судите строго, но у него прям какая-то шкала. Вот есть шкала требований к женщине. Вот вы вот как бы по каждому пункту 10 из 10. То есть вы ему идеально подходите. Просто идеально во всем. Что ему не подходит, так это то, что вы слишком вот такая независимая и прямолинейная. Вот это бы он вас поменял. С одной стороны, это нравится, что она и сама работает, сама себя обеспечить может, от меня тут многого не ждет. А с другой стороны, хотелось бы больше, чтобы вы от него зависимы были. Ну и по поводу прямолинейности. Вы иногда так его шокируете своими словами, как говорится, не в бровь, а в глаз. И он не знает, что с этим делать. С одной стороны, он-то знает, что вы не обманете, что вам можно доверять. А с другой стороны, это правда, она его шокирует. Мужчинку, конечно, вы поставили в тупик. Вы такая для него взрывоопасная. Он иногда вас побаивается. Вот то, что он испытывает с вами, вот весь этот спектр чувств, эмоций, он ни с одной другой женщиной не испытывал. И я вам даже больше скажу. То, как он ведет себя с вами, с другими женщинами, он никогда таким не был. Никогда. Он был более жесткий, более какой-то наглый, требовательный. Такой прям, прям Бармалей, да? Вот таким он был. А с вами он этого не может. Потому что если он только начинает, вы такая раз, руки в боки, что сказал, иди сюда. Вот, и он успокаивается, потому что понимает, сейчас получит по самое не хочу. Вы-то женщина приятная, но вас же голыми руками-то не возьмешь. И он это видит, он это понимает. Так, хорошо, что мы на вас перешли. Давайте по другим женщинам. У него идеал. Идеал — это его мама. Идеал в чем? Это не про женскую красоту, это скорее про женское отношение к нему. Ну, точно она его сюсюкала, но мама у него, я так понимаю, достаточно ловкая женщина. Она свои манипуляции очень, скажем так, хорошо маскирует. Вот этим сюсюканьем, вот этим мой ты там дорогой и прочее, прочее. Самый лучший, самый там любимый. Это ее манипуляции. Вы же, когда его любите, вы эти манипуляции не проводите. Нет. Вы честно любите. Вот люблю и люблю. Если что-то надо, вы ему говорите. То есть вы с ним не играете. Двойного смысла в ваших словах нет. А он привык, и он ищет этот смысл. Он его не находит, он в тупике. И думает: о боже, что, правильно ли я понял, что мне делать? Здесь, конечно, шок происходит. Так, мама идеал, да. Мама идеал. Хотя маме он иногда очень сильно разочаровывается в каких-то ее поступках, либо в отношении. Вот эта любовь матери, вернее, сына к матери, она есть. И он ей, в принципе, готов все простить. Вот что бы она там ни делала, как бы она там ни играла, ни плясала, он все ей готов простить. Так, по поводу еще других женщин, что я могу сказать? Ваш мужчина, он ценитель женской красоты. Но у него какие-то идеалы странные. Вот смотрите, для всех мужчин, вот большинство мужчин, да, вот сейчас как тренд у нас, да, это вот худышки такие, фитоняшки, стройняшки, не знаю, модели, как там правильно сказать, вот такие женщины. Вашему мужчине нравится нечто другое. Вашему мужчине нравятся формы, да, вот наличие формы. Но он может подыгрывать под всех, да, чтобы не отличаться. То есть, если его спросить, какие нравятся, он скажет: вот какие их там в журналах печатают. А на самом деле ему нравятся женщины в форме, женская форма ему нравится. То есть пышная грудь, там, знаете, попа такая, вот, чтобы можно было потрогать, бачки нравятся, животик нравится. Вот такое ему нравится. И если вы, девочки, начинаете худеть,
У него прям внутренние надрывы, истерика. С одной стороны, он не может вам этого сказать, а с другой стороны, возможно, даже, кстати, он вас там критиковал, типа, ну, подкапывался, да, что у тебя там что-то лишненькое есть. А на самом деле он просто обожает каждую вашу складочку, каждый ваш там граммик жира, он просто обожает, любуется, нравится. И он какой-то такой в этом плане фетишист даже немножко. Так что, девочки, формы это то, что нравится. Так, а что еще в других женщинах? Ну, он ценит женщин прямых, которые вот прям рубят, ну, как вы. Он их и уважает, и ценит, и готов для таких женщин даже быть услужливым мужчиной, но до какого-то определенного лимита. По поводу, скажем так, измен, ну нет, он не пойдет. Тут, знаете, он слишком ленивый, честно, он слишком ленивый, чтобы изменять. Он рассудительный человек, он экономит ресурсы, свои личные ресурсы. Ленность в нем присутствует. Плюс этот мужчина все-таки, ну, с умом, понимаете, с умом подходит к делу и понимает, что если он там начнет себя тратить на других женщин, это же деньги, это же страх, да, что его там поймают, зачем ему этот стресс, не нужен ему стресс. И плюс, конечно же, потерять вас, это... Ну, это как потерять себя, да, потерять свою жизнь. Он никогда не рискнет. Девчонки, он даже когда выпьет, он там, знаете, лучше писю свою в узелок завяжет, чем он где-то ее там достанет, да, применит. Вот поверьте, вот это такой мужчина. Плюс, еще раз говорю, он ленивый. Он ленивый, он этого делать не будет. Ну, если даже какая-то бабенка там трусы снимет, он на лицо ему прыгнет, ну, поверьте, он там от нее будет бежать, как черт от ладана. Серьезно вам говорю. В этом плане вы можете быть спокойны. Как он может изменить? Изменить он может, ну, он может изменить, может. Только в одном случае, если он будет вам мстить за что-то. Ну, например, если вы там изменили, либо он вас там с кем-то застукал. Вот из мести он может пойти на это. А вот именно по чувствам, по ощущениям нет. Нет. Вот именно пришел такой мужчина, который не будет этого делать. Может ли он полюбить другую женщину? Ну, разве что, если разочаруется в вас. Только лишь какое-то сильное эмоциональное потрясение может толкнуть его на, ну, такой неблаговерный поступок. Сознательно там искать себе приключения он не будет, никогда не будет. Но оно ему и не надо, девчонки, не надо. С вами вот он хорошо себя чувствует, как кот в масле катается. В принципе, что ему еще надо? Мама, если есть рядом, любимая, вы есть. Какие там еще женщины ему нужны? По поводу, были ли у него какие-то связи в прошлом, да, какой след они у него оставили. Но если честно, ну не вышло тут ничего прошлого. Какие-то женщины вышли, но они пустые были. Пустые. На будущее, ну вот вы у него на будущее. Если вы с этим человеком не в браке, то он думает о кольце, он думает о каком-то общем доме, о каком-то улучшении в своей жизни, добиться чего-то, выйти на какой-то уровень. Сейчас, вот смотрите, в центре, да, вы вдвоем выходите, вдвоем, при одной дороге жизни. То есть вы сейчас у него в голове. Ну вот, конечно, тут мама у нас в основании, куда же без мамы. Кстати, мама может и не быть. Да, может быть, она... Ну, скажем так, да, все мы смертны. Вот, но она для него, вот прям, видите, она стоит иконой. Тут трогать нельзя. Если хотите с ним хорошие отношения сохранить, никогда не трогайте его маму. Никогда. Даже вообще, чтобы ни слова. Просто ни слова. В рот воды набрали и тихо посидели. Это лучше. Женщина его, это вы, другие женщины, ну, они такие за стенкой стоят, да, ну, как антураж какой-то. Помочь помогу, а чтобы что-то другое, нет, это не ко мне. И я не для этого создан. С вами, вот, пожалуйста. Хочу жизнь, хочу будущее, хочу совместное развитие. Он с вами планирует, хочет, думает об этом. Будет, по крайней мере, к этому стремиться.
Так что, девчонки, не переживайте, не думайте, этот мужчина гулять не станет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.